Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Это видео записывается 20 января 2018 года по социальным сетям, по WhatsApp в основном. Еще с 2015 года ходит одна рассылка, написано «Зов о помощи». Написано, что обращается Газиев Шамиль Абдулович, который отбывает свое наказание в ИК-15 города Ангарска и Иркутской области. Пишется в этом сообщении о том, что над ним совершаются издевательства, что не дают ему совершать молитву, намаз, и о том, что организатором этих издевательств является начальник колонии, где приводится его фамилия, имя, отчество, фамилия его Верещаг, так говорится в этом сообщении. Еще в 2015 году, то есть уже 3 года назад, мы получили это сообщение, и еще тогда переслали это сообщение нашему представителю главы Чеченской Республики в Иркутской области Лечи Курбанову. Лечи Курбанов — это тезка нашего знаменитого спортсмена Лечи Курбанова, каратиста. Но чтобы вы не путали, сразу объясняю. Лечи Курбанов в данном случае это представитель главы Чеченской Республики, который проживает в Иркутской области. Обратились к Лечи. Лечи на тот момент находился сам за пределами России. И сейчас продолжим. 561. Авиакомпании Юкрея в Грозный. Пассажиры приглашаются к выходу 16. Dear ladies and gentlemen, Сейчас я продолжу, одну секунду. Грозный. Flight number 561 is ready for boarding at the gate number 16. И, в общем, тогда обратились к нашему представителю главы Чеченской Республики Лечи Курбанову, который находился в данный момент за пределами страны, и он обратился с этой же просьбой за помощью к своим товарищам, коллегам, которые проживают в Иркутской области. И через несколько дней мне сообщили ответ об этом, что они посетили колонию ИК-15 в Ангарске, о том, что встретились с Шамилем Газиевым и с другими нашими земляками, которые там сидят. Кстати, сообщили о том, что Шамиль вроде бы не являлся чеченцем, был представителем другой национальности. И о том, что ребята, которые там были, и Шамиль Газиев и остальные, подтвердили факты издевательств, и путем вмешательства правозащитников, наших представителей, они добились перевода этих нескольких человек в другую колонию в этом же самом городе. И уже из новой колонии они получили сообщение о том, что на новом месте их нормально встретили, что никаких нарушающих законы инсинуаций нет, и что у них более-менее все в порядке, насколько может быть. Это было в 2015 году. Я тогда еще об этом сообщал в WhatsApp. Сейчас опять активно рассылается эта рассылка о том, та же самая, про Шамиля Газиева. Я на всякий случай проверял эту рассылку через представителя. Он сказал, что это старая рассылка, что это давно уже, как говорится, дела минувших дней. Но на всякий случай для очистки совести обратился в УФСИН, управление УФСИНа в Чеченской Республике, и попросил помощи в установлении места пребывания этого Шамиля Газиева. Находится ли он в той самой колонии 15, ИК-15, как говорится в этом же сообщении, или он все-таки действительно уже в другой колонии. Через несколько дней я получил ответ из республиканского УФСИНа о том, что Шамиль Абдулович Газиев в данный момент давно уже находится не в ИК-15, как в этом самом сообщении, а в ИК-6, в том же самом городе Ангарске. И что этот самый Верещаг, который был упомянут в этом сообщении, уже давно не является его начальником колонии,
что у него совсем уже другая ситуация. Также мне сообщили о том, что по справке, полученной из Иркутска, Шамиль родился в городе Грозный, но этнически является по национальности аварцем. Вот. Ну и как бы та рассылка, которая ходит, если вы получаете эту рассылку, а я ее получил, наверное, раз 200, огромное количество рассылок, именно вот получаю, к сожалению, с этим и я, и мои товарищи. Вот эта рассылка про Шамиля Газиева, она уже не актуальна. Если вы ее будете получать, большая просьба не рассылать и просто-напросто ее удалить из интернета, чтобы она не создавала людям, как говорится, моральные проблемы. Это первое. Второе, потом по ходу уже мы работаем по остальным сообщениям, которые ходят в WhatsApp, и по тем сообщениям, которые вы прислали, ни одно из сообщений не стирается, не выбрасывается, несмотря на то, что у нас нет ни полномочий на это, несмотря на то, что это не входит в наши обязанности как таковые, но через наши возможности стараемся как-то помочь, чтобы вы понимали, мы не занимаемся людьми, которые сидят в тюрьмах, в колониях. Это не входит в наши, не то что обязанности, это второй вопрос, это не входит в наши полномочия, у нас даже полномочий таких нет. Но в меру сил мы стараемся в таких вопросах воздействовать, стараемся как-то оказывать какое-то внимание и влияние. Огромное спасибо. Я сейчас, как бы у меня посадка начинается, я боюсь, что не успею ответить на прочитать ваши комментарии, к сожалению. Поэтому Сумбях мобил и комментарий есть уже ищаться на посадку в Авис. Дал это был мусора. Здравствуйте. Спасибо. Так. Когда все пройдут. Арина, Волкова, дал это было, Садерия, Схил, Арина. Вам Алиев Бухаров. Ассаламу алейкум, дал это было, Дерия, Схил, Алина, Волкова. Аллахи Бог вам Боже. Это Бог вам Батарина. Осен наш его и вусул, в частности, нож, чище, дочь, Дерия, Схил. Добрый день. Так, да, Бог отвел, Марош. Так. Ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Да, Богу. Так, и дашь Марош исправить. Матадия до сих пор. Так, Вахид Абрек. Ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Извиняюсь за ошибки на чеченском. Ничего. Все нормально. Тимофей Беккер. Ассаламу алейкум. Какая разница в чечении целая? Зачем на этом делать акцент? Тимофей Беккер. Какая разница чеченец аварий, зачем на этом делать акцент? Лично мне в данном случае это важно, потому что это чеченский канал. И здесь мы работаем в основном по чеченским делам и по чеченским обращениям. Поэтому я объясняю.
тот человек товарищ. Это не значит, что мы ему не будем помогать, но тем не менее, просто информирует, как говорится. Так, мам, алейкум ассалам. А кто это делает? Мы это делаем. Тимофей читает, Иса, Кем видно, Алан. Я домой еду, в Москве был. Так, сообщение, где передача. Бересу ломали. Чеченский дал документ, Бересу. Там, вот в чем дело, я этот момент пропустил. Писать там нельзя производить видеозапись. Не знал. Так, теперь переломался. Плохо ждать. Так, был масугу нет, как в том видео хотите. Несколько десятков миллионов не может противостоять моему айподу за $40. Адель Эртубор, Харид Магомадов, Дереску, Харид. Все, отключаюсь, все сообщения прочитал.